Россияне завоевали 4 медали во второй день чемпионата Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске. В забеге на 1500 метров первым линию финиша пересек Семен Илистратов. Для российского спортсмена эта победа на европейском первенстве стала 12-й в карьере. Второе место в данном забеге занял его соотечественник Денис Айрапетян. Серебряную награду в копилку команды принес Константин Ивлиев, состязавшийся в старте на 500 метров. Обладательницей бронзовой медали стала Софья Просвернова, выступавшая на дистанции 1500 метров. Российские биатлонисты заняли первое место в смешанной эстафете 4 по 7,5 километра на этапе Кубка IBU. Соревнования завершились в немецкой Арбере. В составе сборной России выступали Карим Халили, Данил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова. Они пробежали дистанцию за 1 час 22 минуты и 52,8 секунды, использовав 15 дополнительных патронов. Второе место заняли французы, третьими стали представители команды Норвегии. Следующий этап соревнований пройдет с 13 по 14 января в Словакии. Заброшенные шайбы Михаила Григоренко и Владислава Гаврикова помогли Коламбусу выиграть у Тампы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-2. В составе победителей помимо россиян отличились Ник Фолиньо, Зак Веренский и Эрик Робинсон. У гостей взятие ворот провели Виктор Хедман и Андрей Палат. Отметим, что для Григоренко и Гаврикова эти шайбы стали первыми в текущем сезоне. В турнирной таблице центрального дивизиона Коламбус и Тампа занимают первые две строчки, набрав по 6 очков. В следующем матче Коламбус на своем льду примет Флориду, а Тампа в гостях встретится с Каролиной. Две голевые передачи полузащитника сборной России Александра Головина помогли его Монако на своем поле обыграть Марсель со счетом 3-1 в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. В составе победителей результативными ударами отметились Гильермо Марипан и Арельен Чуамини, которым ассистировал россиянин, а также Стефан Йоветич. Единственный мяч гостей забил Немanja Радонич. В таблице чемпионата команда Головина занимает 4-е место, набрав 39 очков. Марсель с 32 пунктами идет на 6-й позиции. В следующем туре Монако на выезде сойдется с Нантом, а Марсель на своем поле сыграет с Ренном. Гол студента Института физической культуры и спорта СВФУ Янника Самплея не спас Липецкий ЛКС от поражения в матче с Северной Двиной. Встреча 17-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги прошла в Липецке и завершилась со счетом 4-6. В составе хозяев площадки также отличился Алексей Белоусов, оформивший дубль. У гостей хэт-трик на свой счет записал Константин Чащин. Дважды точно пробил Евгений Уткин, еще один мяч забил Данил Анциферов. Гол в этом матче стал для Самплея 12-м в текущем сезоне. Его ЛКС продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, набрав 40 очков. В следующем туре 30 января команда ивуарийца в гостях встретится с Golden Eagle. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!